Сегодня Ингушетия отмечает 25-летие со дня образования. В честь праздника в столице республики Магасе запланировано красочное театрализованное шествие и концерт. За четверть века в Ингушетии было построено более 30 новых школ и детская больница, перинатальный центр и онкодиспансер. В регионе выросла рождаемость и число долгожителей. Тему продолжит Андрей Чистяков. Наши поздравления от администрации города, от спортивной молодежи, всех благ. Сегодня Рахману Дышекоеву 25. Молодой горец готовит особое угощение. Его родине тоже 25. Ей именинник намерен посвятить предстоящую победу на международном чемпионате. Рахман в сборной по силовым единоборствам. Жизнь в лучшую сторону меняет все у нас в республике. Я рад, что у меня день рождения совпал с днем нашей республики. Пока один именинник продолжает создавать самую молодую республику юга страны, ему в помощь растет смена. В метрике маленького Мустафы день рождения навсегда двойной праздник. Республика наша очень цветет. Очень много появилось возможностей для народа. Например, вот перинатальный центр. Совпадение или нет, но этот центр открыли в аккурат к юбилею Ингушетии. Теперь младенцы с первых минут жизни в надежных руках врачей и всех современных приборов, операционных и реанимаций, что есть в арсенале российской медицины. Так, вот смотрите, сколько девочек и сколько мальчиков всего. Перевес. Неплохая примета, рассуждают врачи и местные женщины. Мы ведь уже давно не горячая точка. Жарко у нас только от южного солнца. Оно в помощь местным садам. Они растут десятками сотен квадратных метров в год, догоняя соседей по урожаю. Хорошие, вкусные. С нее компот хороший делать. Повидл делается. Очень хороший фрукт. Очень. Этот сад только начало. В перспективе прибавка в 1000 фруктовых гектаров. Продукцию, с которых планируют продавать даже за рубеж. Первые переговоры уже ведутся. Партнеры заинтересованы. Стоим на пути такого хорошего диалога с турецкими компаниями и Арабские Эмираты, Саудовской Аравии. Республика состоялась, заявит накануне на пресс-конференции глава региона. Планы большие, но и они по плечу. Ведь ставили же предки ингушей башни в горах всего за год. Ну а в юбилей, пусть и совсем маленький по меркам горцев-долгожителей, не грех отпраздновать свои первые небольшие победы. Основные торжества развернутся здесь, в столице республики. Магас готовит для гостей много интересного. Так, на целый день центральный проспект превратится в большую улицу ремесленников и местных кулинаров. А завершится все гала-концертом и праздничным салютом. Андрей Чистяков, Евгений Радаев. Вести из Ингушетии.